В Ухте к концу следующего года планируют построить современный комплекс единоборств. Строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс посетила накануне первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева и делегация правительства в сопровождении мэра Ухты Магомеда Османова. Проинспектировала делегация и ход строительства водоочистной станции на комплексе водоснабжения Пожняя Ель. Осмотрела местный полигон ТБО. Все подробности у Виктории Науменко. Первая точка маршрута – стройплощадка водоочистной станции Пожняя Ель. Работы идут в рамках федерального проекта «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь запланировано построить саму станцию водоподготовки, 7-километровый сборный водопровод от нескольких скважин до площадки существующей насосной станции и проложить 22 километра волоконно-оптических линий связи. Работы начались в 2021 году, однако летом этого года пришлось сменить подрядчика из-за его больших отставаний по срокам. Сейчас за работу взялась другая организация. От своего графика она пока не отстает. На сегодняшний день полностью сделаны фундаменты и уложено 2 километра трубопровода. Осталось еще много, начали работать только в сентябре месяце. Но вот сейчас до Нового года мы должны поставить каркас, поставить плиты перекрытия и начать делать линейную часть 5 километров трубы. Сложности возникают с поставкой материалов. Много оборудования иностранного производства. Однако находить отечественные аналоги удается. Завершить строительство рассчитывали к ноябрю 2024 года. Пока, по словам подрядчика, задача осуществима. Общая стоимость проекта – 772 миллиона рублей. Из них более 400 миллионов из федерального бюджета, остальные средства из республиканского и муниципального. А потому ход строительства зависит и от их утверждения на будущий год. Чем быстрее подготовить документы, тем быстрее будем принимать решение. Конечно, нужно сделать качественно, своевременно, желательно без ошибок. Потому что уже первый подрядчик, 2 года мы давали шанс почти. Следующая точка маршрута – стройплощадка физкультурно-оздоровительного комплекса единоборств по улице Космонавтов. Работы идут силами местной подрядной организации при поддержке градообразующего предприятия. Начали в июле 2022-го, завершить рассчитывают уже через год. В декабре мы начнем монтаж сэндвич-панелей, устройство кровли и перекрытие 2-го этажа. Рассчитываем, что на лето останется уже по большому счету благоустройство пусконаладки. От строительства к утилизации мусора. Ухтинский полигон сегодня – это 6 разных территорий так называемых карт. Действуют из них только 4. В планах расширить полигон, ввести в эксплуатацию еще 3 карты и построить мусоросортировочный комплекс. Словом, сделать все, чтобы существующий полигон использовать как можно дольше. Все шансы, по крайней мере, в текущий период, какую-то небольшую перспективу, использовать действующий полигон. И вернуться, если к созданию нового, после 30-го года. Визит зампреда правительства Коми не обошелся без посещения новых достопримечательностей Ухты, обновленных социальных объектов – детского парка, центра творчества имени Корчевского, спорткомплекса «Нефтяник» и набережной Газовиков. Все они были отремонтированы в рамках социального партнерства. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта. Также в Ухте Эльмира Ахмеева проинспектировала котельную, обслуживающую 3 многоквартирных дома. В октябре в ней прошел ремонт. Деньги выделили из резервного фонда правительства республики. Компания, которой принадлежала котельная, обанкротилась, и все ее имущество, в том числе и котельную, выставили на торги. При этом оборудование котельной нуждалось в ремонте. По этой причине отопление в домах включили в последнюю очередь после долгих переговоров городской администрации с компанией-владельцем котельной. Сейчас объект в аренде у Коми тепловой компании. При этом на республиканском уровне все же стоит вопрос о последующем присоединении этих домов к центральной системе отопления.